время новостей на канале «Новый век». В студии Анастасия Маслова. Смотрите сегодня. Осторожно, мошенники. В Кызыле аферисты под видом работников социальной службы забрали у пенсионерки копии документов на недвижимость. «Сохрани жизнь». На Арбате прошла акция против абортов. Защищать республику и его жителей от пожаров и чрезвычайных ситуаций. Сотрудники МЧС приняли присягу. О новостях подробнее. Время от времени в сводках новостей появляется информация о том, как мошенники обманывают доверчивых людей. Аферисты представляются сотрудниками коммунальных служб, полиции, сантехниками и даже медиками, только для того, чтобы обобрать наивных жертв. На удочку попадаются и старики, и дети, образованные женщины и серьезные мужчины. В случае героини следующего сюжета мошенники, представившие сотрудниками социальной службы Кызыла, обманом овладели копиями личных документов. Все подробности далее. Тот злополучный день, 22 июня, кызылчанка Светлана Чувашова вспоминает, как вчера. Женщина рассказывает, к ней пришла незнакомая девушка. Представилась Кариной, и что она якобы сотрудник департамента соцзащиты столицы. Документов, удостоверяющих ее личность и принадлежность к данной организации, не предъявила. Она сказала соцзащиты и как это называется, по субсидиям. Я говорю, а что, субсидии будут, что ли? Я говорю, у меня нету субсидий, мне же как по инвалидности платят. Она говорит, нет, будем добавлять. Далее девушка начала заполнять какие-то бумаги и попросила предоставить паспортные данные и документы на недвижимость. Тогда ничего не подозревающая пенсионерка отдала копии всех документов. Аферистка, успев отобедать у женщины, быстро собралась и ушла, оставив перед уходом якобы свой номер телефона. Через несколько дней, почуяв неладное, Светлана Чувашова обратилась в департамент по социальной политике мэрии Кызыла, где ей ответили, что девушка с таким именем у них не числится, что это была мошенница. В городе появились мошенники, женщины, которые от имени департамента ходят по домам и пожилых людей запрашивают копии документов. Мы тоже проводим рейдовые мероприятия для разъяснения о возможности оформления жилищных субсидий. Мы проводим только разъяснительные работы, а необходимые документы человек должен предоставить отдел жилищных субсидий. Вместе с сотрудниками соцзащиты пенсионерка позвонила по тому оставленному номеру, где неизвестный мужчина уверял, что никакого отношения к этому делу не имеет. И вот он мне потом сказал, говорит, оказывается, не только вы, еще, говорит, двое мне, говорит, звонили стариков. Ну вот, поэтому я и забегала, и я везде ходила. Для чего понадобились аферистские копии документов, женщина не представляет, но заявление в полицию все же написала. Уважаемые граждане, во избежание мошеннических действий в отношении вас и ваших близких, не доверяйте случайным прохожим, не передавайте имущество незнакомым людям. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение мошеннических действий предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет. Если к вам в дом приходят сотрудники какой-либо организации, обязательно требуйте документы, подтверждающие личность. Если вы сомневаетесь, что перед вами представитель той или иной организации, перезвоните в это учреждение и уточните, работает ли там этот человек. Обо всех подозрительных случаях сообщайте в полицию. Чинчика Шпакол, Буяна Юн, Илья Сапон, телекомпания «Новый век». С 1 июля этого года все работники бюджетной сферы и пенсионеры переходят на национальную платежную систему МИР. В какие сроки имеющиеся у них сейчас карты будут заменены на карты МИР и как будет это происходить, мы поговорим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях начальник отдела платежных систем и расчетов отделения Национального банка по Республике Тыва, Банка России Андрей Соколов. Здравствуйте. Добрый день. Ну, для начала расскажите, чем было обусловлено в России переход в национальную платежную систему создания? Своя национальная платежная система есть у многих экономически развитых стран. Она обеспечивает бесперебойность проведения внутристрановых транзакций вне зависимости от внешних экономических или политических факторов. То есть, чтобы внутристрановые платежи совершались, ну, скажем так, в режиме реального времени, без воздействия, ну, не были подвержены воздействию извне, любому. Федеральным законом вот с 1 числа, с 1 июля начался как раз переход, да, на национальную платежную систему, в частности на карты МИР. И в первую очередь это представители будут переходить и бюджетной сферы, и социальные. Вот в какие сроки и с кого начали? Ну, в соответствии с законом с 1 июля текущего года
национальный платежный инструмент «Карта МИР» будет выдаваться вновь принимаемым работникам организации бюджетной сферы, а также пенсионерам, впервые обратившимся за выплатой пенсии на банковские карты. Какие сроки даете? Для бюджетополучателей, для работников, точнее организации бюджетной сферы, срок перевода определен как 1 июля 2018 года. А что касается пенсионеров? Переход на карты МИР для пенсионеров, получающих пенсию на банковские карты, будет более плавным. Они получат карты МИР по завершению срока действия имеющихся у них карт международных платежных систем. Срок завершения перевода пенсионеров запланирован на 1 июля 2020 года. У нас в Туве уже это началось тоже? Да, у нас в Туве процесс этот происходит. То есть уже есть первые получатели, да? Да, конечно, у нас уже есть операции по картам МИР. Да, вот, кстати, банкоматы, как у нас с этим? Ну, опять же, Терминалы. до наступления даты, с которой бюджетополучатели начали переходить на карты МИР, была обеспечена готовность инфраструктуры кредитных организаций. То есть кредитные организации, имеющие на территории Республики Тыва банкоматы и терминалы, установленные в организациях торговли и услуг, обеспечили прием карт МИР в своих устройствах до 1 июля еще. Изменится ли стоимость обслуживания? Тарифы, которые предлагает национальная система платежных карт, являющаяся оператором платежной системы, имитирующей карты МИР, они достаточно конкурентны и позволят кредитным организациям предлагать держателям карт МИР условия не хуже, чем они имеют сейчас по картам международных платежных систем. Для пенсионеров, получающих пенсионные выплаты на карту МИР, в силу закона выпуск карты МИР будет осуществляться на безвозмездной основе. Также операции по снятию наличных в банкоматах кредитной организации, выдавшей карту, будут осуществляться без комиссии. То есть для так называемой социальной карты они будут обслуживаться на бесплатной основе. А принимается ли карта МИР за рубежом? Она будет действовать? За рубежом в настоящий момент для того, чтобы совершать операции по карте МИР за рубежом, нужно выпустить так называемые кабейджинговые карты. То есть карты двух платежных систем, одна из которых МИР, а другая платежная система, международная платежная система. Но для этого нужно в банк обратиться, да? Да, для этого нужно обратиться в банк. Вот кабейджинговую карту вы можете отличить по наличию двух логотипов на лицевой стороне, одна из которых будет МИР, а другая международная платежная система. А если я как гражданин, понятное дело, что бюджетники, они сейчас уже начался переход у них на карты МИР, а если я как гражданин хочу перейти, у меня есть сейчас возможность? Да, конечно, у вас эта возможность есть. Вы можете обратиться в обслуживающий банк за получением карты МИР к своему банковскому счету или открытию нового банковского счета для использования карты МИР. Просто обращайтесь в банк, изучайте тарифы, выбираете ту карту, которая вам наиболее удобна по обслуживанию. Ну, соответственно, наряду вместе с картой МИР у нас будут действовать и остальные, к которым мы привыкли, да, то есть это никак не повлияет. Да, то есть какой-то такой ограничение, скажем так, не вводится на действие карт международных платежных систем. Если возникнут какие-то вопросы или проблемы, куда можно обратиться людям? Ну, в первую очередь следует обращаться в обслуживающий банк, либо лично посетив офис банка, либо обратившись по телефону, который указывается на оборотной стороне карты. Вот. Если банк вашу проблему решить не смог, или вам кажется, ответил вам недостаточно полно на ваш вопрос, вы можете обратиться в Банк России через интернет-приемную на сайте cbr.ru. Поступали уже какие-то жалобы? Ну, вот, на территории республики жалоб граждан не зафиксировано. Вот, по России поступают скорее не жалобы, а вопросы, именно те, на которые мы с вами постарались ответить в рамках. Ну, просто как нововведение, да, люди Ну еще да, пока людям что не интересно, как ориентируются. пользоваться, будет ли работать, как рассчитываться за границей. Вот. Спасибо большое, спасибо. Я думаю, что мы хоть немножко, но ситуацию прояснили для тех, кто еще не ориентируется в этом. Спасибо вам. О переходе на карты МИР нам рассказал начальник отдела платежных систем и расчетов отделения Национального банка по Республике Тыва Банка России Андрей Соколов.
В Туве подвели итоги кампании по сбору имущественных налогов. По итогам масштабной работы, в которой были задействованы налоговая служба, судебные приставы, ГИБДД и органы местного самоуправления, в бюджет поступило почти 3,5 миллиона рублей. По состоянию на 1 июля в рейтинге собираемости в пятерке лидеров на первом месте Ирзинский район, немного отстает Чедихольский, а затем идут Чехольский, Тесхемский и Кахемский районы. Аутсайдерами являются город Кызыл, Судхольский район, Агдавурак, Авюрский и Дзунхемчикские районы. Глава Тувы Шалбан Караол обратился к отстающим районам с требованием активизировать работу по сбору налоговых платежей, в частности, не ослаблять процесс, прежде всего Министерству финансов республики. В свою очередь, как сообщили в ведомстве, очередная кампания намечена на октябрь-ноябрь текущего года, но до этого времени перед муниципальными образованиями поставлена задача серьезно повысить собираемость местных налогов. И о курсах валют на сегодня. Они таковы. Доллар стоит 60 рублей 74 копейки, а евро 69 рублей 20 копеек. Сделаем перерыв на рекламу, а после нее продолжим. Какой большой, красивый. И цена выгодная. Еще и пылесос в подарок. 7 июля в салонах РБТ.ру при покупке двухкамерного холодильника Hotpoint всего за 24 990 рублей пылесос в подарок. РБТ.ру. Это новости на канале «Новый век». Мы снова в эфире. 13 человек пополнили ряды сотрудников МЧС. Сегодня на площади Победы прошла торжественная церемония принятия присяги. Новобранцы поклялись защищать республику, его жителей от пожаров и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, на торжественной церемонии отметили и уже действующих сотрудников. Им вручили награды и медали. Пожарная охрана Тувы имеет давнюю историю, в которой есть подвиги, самоотверженный труд и традиции, сложившиеся на протяжении многих десятилетий. В этом году ведомство отмечает 90-летие государственного пожарного надзора и 91-ю годовщину со дня образования пожарной охраны Тувы. С поздравительной речью торжественную церемонию открыл начальник главного управления МЧС региона Андрей Назаров. Поздравляю вас с 91-й годовщиной образования пожарной охраны Республики Тыва и 90-й годовщиной образования государственного пожарного надзора. 13 сотрудников перед своим начальством и коллегами произнесли слова присяги, служения во благо народа и Родине. Поздравляю, принятие присяги. Стай, строй. Есть. Поддержать в эту волнительную минуту огнеборцев пришли их родные. Меня присягу принимает мой родной брат. Я очень рад, что он работает в таком сильном подразделении, что помогает людям. Также в данном подразделении работает моя мама. И также я работал сам. У нас вот династия, которая работает в данном подразделении ФПС, МЧС. Мы пришли сюда сегодня посмотреть зятя на зятя. Он принимает сегодня присягу, я за него очень рада. Помимо клятв на торжественном собрании вручили благодарственные письма и медали за безупречную службу. К завершению мероприятия начальник главного управления МЧС региона Андрей Назаров еще раз напомнил принявшим присягу о том, что эта клятва на верность Родине и принимается она один раз, а также поздравил сотрудников пожарной охраны и ветеранов. Хотелось в этот праздничный день поздравить всех ветеранов, служивших в Государственной противопожарной службе, пожарной охране Республики Тыва, всех сотрудников, всех работников Федеральной противопожарной службы и членов их семей с этим праздником. Пожелать успехов, здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Чинчиса Мугабуяна, телекомпания «Новый век». «Подари мне жизнь». В Кызыле проходит всероссийская акция против абортов, которая направлена на привлечение внимания общественности к этой проблеме. На протяжении 3 лет организаторами акции выступают сотрудники женской консультации и перинатального центра республики. Ежегодно на городском Арбате врачи для всех желающих проводят консультации по проблемам планирования семьи, осознанного родительства, сохранения репродуктивного здоровья населения. По словам врачей перинатального центра, количество абортов в Туве с каждым годом увеличивается. Для сравнения, за первое полугодие текущего года их сделали больше в 47 раз, чем за аналогичный период прошлого года. Основной возраст женщин, которые
приходят на аборт. Это молодой возраст, женщины репродуктивного возраста от 18 до 44 лет. Далее новости короткой строкой. 15 июля в Кызыл прибудут мощи Николая Чудотворца. Торжественная встреча мощей святителя Николая пройдет в Воскресенском кафедральном соборе. Поклониться святым мощам жители республики могут до 30 июля в разных населенных пунктах Тувы. Ознакомиться с графиком пребывания ковчега с частицей мощей святителя Николая Чудотворца в приходах можно на сайте Кызылской епархии. Праздник животноводов Тувы «Надом-2017» пройдет с 11 по 18 августа и обещает стать не менее масштабным, чем в прежние годы. Основными местами проведения ключевых мероприятий станут местечко Тузбула Кызылского района и Национальный парк культуры и отдыха Тувы. В план мероприятий вошли конные скачки, борьба хуреш, стрельба из национального лука и так далее. В соседней с Тувой Хакасии зафиксирована вспышка сальмонеллеза. В поселке Шираз зарегистрировано 16 случаев заболевания, в числе заболевших 12 детей. Состояние больных оценивается как средней степени тяжести, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выяснили, что люди отравились после того, как съели торты и пирожные. Их изготовили в кондитерском цехе потребительского общества. В рамках реализации проекта «Спорт во дворы» Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Кызыла 14 июля в 15 часов на площадке по улице Калинина 22, 22А, 24 и 24А объявляет соревнование по стритболу, уличный баскетбол. К участию приглашаются все желающие. Вдоль юго-западного берега памятника природы республиканского значения озера Дусколь установлены 200 деревянных столбов, ограждающих въезд транспортных средств в 50-метровую водоохранную зону озера. Запрет на проезд и стоянку транспортных средств предусмотрено режимом памятника природы. Установка ограждения связана с заболоченностью территории, где очень высока вероятность загрязнения озера горюче-смазочными материалами, оставленных на стоянку в этой местности транспортных средств. Сейчас в эфире прогноз погоды. Передаю слово Музе Черепановой. Здравствуйте, с информацией о погоде познакомлю вас я, Муза Черепанова. 12 июля в Кызыле днем переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза. Плюс 30, плюс 32 градуса. Вечером и ночью без осадков. Столбик термометра задержится на отметке плюс 15, плюс 17. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Временами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Местами по республике Тыва ожидаются грозы. Усиление северо-западного ветра местами до 22 метров в секунду. Возможен град. Геомагнитное поле немного неспокойное, давление 697 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Всего хорошего, до свидания. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Всего доброго, до свидания. В новом номере еженедельника ТУВА ТВ читайте. До 16 июля посетите фотовыставку Далай-ламы 14-го. Большое переселение из аварийного жилья. Сливайте бытовые отходы в специальное место, иначе большой штраф. На Туву налетела саранча. Путь ансамбля Хартыга в мировой славе. Кто приедет на Усту-Хуре в качестве звезд с 14 по 17 июля? Новый проект «Радио Голос Азии», завтрак со звездой и гости прошедшей недели. А также много интересной и полезной информации, тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа «Недвижимость» в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то ТУВА ТВ.